11 сентября в Российской Федерации начался прокат художественного фильма «Три свадьбы и один побег». Сегодня в нашей студии присутствуют авторы этого проекта, сценарист фильма Алиса Габлия, режиссер проекта Кирилл Логинов, продюсер фильма Анна Шалашина и один из актеров, заслуженный артист Республики Абхазия, актер театра и кино Нури Джинджоля. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей студии и поздравляю от себя лично и от Абхазской государственной телерадиокомпании с таким дебютом. Я думаю, что и завтра наши зрители будут приятно удивлены. Вот буквально вчера вечером я посмотрела ваш фильм и была очень тронута. У меня как бы и слезы, и улыбка на лице, и много было юмора, были какие-то такие душевные моменты. И, конечно же, безусловно, как и всех, интересует идея фильма, кому пришла, ну, с учетом того, что Алиса сценарист, соответственно, Алиса, наверное, была как бы во главе этого проекта, да, и, скорее всего, вдохновителем всего того, что, собственно говоря, мы будем смотреть завтра. Вот, Алиса, вам слово. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея, почему именно эту тему вы затронули, потому что тут такой фьюжн наблюдается и традиционного уклада абхазской культуры, и там абхазская деревня как бы в большей степени, да, и какие-то взаимоотношения между старшим поколением и детьми. Ну, много таких интересных моментов, которых, конечно же, я думаю, вы лучше расскажете, так как сценарий принадлежит именно вам. Вам слово. Да, здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо большое за то, что вы нас пригласили сюда и проявили интерес к нашему фильму. Конечно же, эта история, она родилась в 2017 году, когда я заканчивала сценарно-киноведческий факультет, мастерскую Арабова в ВГИКе, и у меня была задача написать дипломную работу. Все очень просто. В рамках учебы это происходило. Вот. И, конечно же, у меня была задача там, в сжатые сроки написать большую художественную работу. И я решила опереться на тот материал, с которым я была очень хорошо знакома, а именно с деревенским материалом, да, потому что я очень много лет проводила вообще свои летние каникулы, будучи ребенком, в селе Тамыш. Вот. И, конечно же, я набралась потрясающего сценарного материала. Я, конечно, об этом раньше не знала, что это может быть сценарный материал. Просто, это была просто жизнь деревенская, яркая, во всей своей красе, со свойственным колоритом и с теми, детским восприятием. Да, детским восприятием и теми потрясающими персонажами, с которыми я сталкивалась у себя в деревне и в своей семье. Вот так вот родился какой-то первый вариант сценария, да. Очень долго я искала команду, вот, несколько раз разочаровывалась, несколько раз опускались руки, потому что тяжело было понять вообще, интересен ли кому-то история такая, абхазская история, насколько ее можно вообще продвигать и расширять на большую аудиторию. Было много вопросов, много отказов, вот, пока не случилось несколько чудес. Первое чудо – это Анна Шалашина, которая просто связалась со мной в Фейсбуке, так как ей пришел мой сценарий по email-рассылке, и она уже потом расскажет правду до конца, как это произошло. До сих пор не можем понять, кто же прислал этот сценарий мне. То есть столько лет прошло, мы все гадаем. Да, это вот действительно какая-то такая загадка. Такой счастливый случай, я думаю, что звезды сошлись, и вот я думаю, что с учетом такого качественного продукта, который я вчера буквально просмотрела, я думаю, что у вас команда сложилась, и это здорово, что такой крепкий творческий тандем, который, быть может, получит дальнейшее какое-то продолжение в других работах. У меня вопрос такой вот к режиссеру, наверное, Кирилла. Почему вы выбрали вот деревню Хуап именно вот в западной части нашей республики? Вот Алиса делает акцент как бы в своих воспоминаниях на своем родовом селе, это Тамыш, это Восточная Абхазия. Почему именно
та деревня, которая у вас, собственно говоря, и демонстрируется. Да, мы очень хотели сделать кино, которое растворится во времени. Кино, которое не будет говорить нам наверняка о том, в какой год, в какой временной период все это происходит. И поэтому главным критерием отбора натуры был дом. Вот, и мы очень долго искали исконно абхазский дом, где еще не поставили новый забор, не заменили окна на пластиковые, где вот все так, как было раньше. И на самом деле мы дом искали очень долго и объездили, наверное, всю Абхазию вообще. Ну, разве что в районе Гагар мы не были. Вот. И когда нам встретился этот дом, он просто ударил нам в сердце. Рядом с ним течет круглый год живописный ручей. Это очень старый, очень красивый родовой дом. Мы в него просто совершенно влюбились. И еще очень интересно, как мы его нашли. Когда мы приезжали в первый раз на подбор локаций, нам понравились еще несколько домов как раз-таки в районе Лыхны, но они были маленькими. Очень маленькими внутри, а для съемочной команды есть некоторые трудности, когда маленькое пространство. Вот, и мы уже уезжали на тот момент из Абхазии, должны были вернуться еще раз. И ехали на машине такие, ну давайте еще вот сюда вот заедем. Встретили каких-то людей, очень теплых каких-то замечательных людей. И тоже у них начали спрашивать, нет ли тут рядом какого-нибудь дома очаровательного. И в этой семье была девочка, я, к сожалению, не помню, как ее зовут. Дорогая, если ты смотришь эту передачу, мы тебе очень благодарны. У нее хобби такое, она любит с папой или с друзьями, я уже не помню, ездить по малонаселенным селам, заходить в старые заброшенные дома, она делает какие-то фотоснимки, и она нам показала этот дом. Я увидел этот дом и сказал, это оно, где это? И оказалось, что это Хуап. Ну вот я, насколько поняла, вы впервые вообще работаете в Абхазии и до момента съемок в принципе вообще не были в Абхазии. Да, в Абхазии мне не И доводилось. какие у вас впечатления? У меня потрясающее впечатление. Мы думали тоже о том, где мы будем снимать это кино, вот, потому что съемки в Абхазии для Ани это, конечно, было большое испытание, скажем так, продюсерское. Вот, и да, в плане каких-то мощностей и то, как нужно было подготовиться, чтобы снимать кино у вас. Мы смотрели разные другие регионы, но нигде не было такого колорита. То есть мы смотрели Осетию и Дагестан, и еще какие-то места. Вот. Но когда приехали сюда, я ахнул от того, какое здесь буйство природы, какие-то краски, какие это люди. Архитектура, наверное. Конечно, да, в том числе вот какое-то тоже радушие, традиции, какие-то мелочи, которых ты больше нигде не встретишь. И то, чем меня сразило больше всего Абхазия, это то, что это такое место, где, только в хорошем смысле, поймите меня правильно, где время застыло. То есть до вас не добрались стеклянные небоскребы, цивилизация, Урбанистика пока еще до нас не дошла. бесконечные вывески, все то, что... И слава богу. И да, и слава богу. И я очень хочу, чтобы это место сохранилось таким, несмотря на то, что мы развиваемся и так далее. Вот, поэтому, когда мы сюда попали, когда я сюда попал, я понял, что это, конечно, то место, и я отсюда никуда не уеду. Здорово. И еще вот, что меня немножечко так удивило, вот после просмотра фильма я как бы размышляла о том, что вот не было какого-то конкретного отображено периода. Вот какая-то у вас такая эклектика, видимо, Да. временная. Вот могли бы вы об этом рассказать? Собирательный какой-то такой получился момент. Я когда прочитал впервые сценарий Алисы, я растворился во времени совершенно. Я тут же оказался тоже в своем детстве. Тут же я понимал, что это может происходить и сегодня, и поэтому вот именно такой мир и хотелось создать, где мы не понимаем, когда это происходит, и на самом деле это не важно, когда это происходит. То есть сделать такую вневременную историю с какой-то
Ностальгии, видимо, да, с какой-то какой-то еще? ностальгией и с какой-то большой внутренней надеждой на то, что у нас получится создать кино, которое будет актуально много лет. Конечно же, ни для кого не секрет, что любой аналогичный проект невозможен без участия продюсеров, что это достаточно сложная, кропотливая работа, которая требует и времени, и сил, и финансов в том числе. Вот я хотела бы к Анне обратиться, вот немножечко, чтобы вы рассказали, как вообще для вас этот проект стал возможным и какие усилия, какие, быть может, какая помощь поступала со стороны нашей страны, нашего государства, наших жителей, там, может быть, каких-то представителей органов власти. Вот расскажите об этом. Как вообще создавался проект с позиции продюсера? Проект получил поддержку в Министерстве культуры Российской Федерации. То есть мы снимали кино в том числе и на субсидию. До съемок проект также поддержал онлайн-кинотеатр «Старт». И у нас также к команде присоединился второй продюсер Елена Ткачук. Собственно, вот такой, так сказать, командой, которая помогла нам, в общем, реализовать этот проект. Что касается Абхазии, Кирилл уже сказал, я, конечно, очень сильно сопротивлялась, потому что это все-таки другая страна, это таможенный контроль, это территория, с которой нужно снова знакомиться. Но когда ребята сюда приехали в первую экспедицию, когда они стали присылать фотографии, стало абсолютно понятно, что мы все равно будем снимать именно здесь. Потому что только здесь есть эта чудесная природа, эти великолепные дома и вообще какая-то уникальная фактура, которая именно в ткани данного фильма. То есть, когда мы смотрели Дагестан или Карачаево-Черкесию или Осетию, все равно там присутствует определенная северность. А это очень южная, очень теплая, очень смешная история. Поэтому нигде, как в Абхазии, Очень невозможно. эмоционально душевная она такая, да, получилась у вас. Да, спасибо. Ну, сложности были, признаюсь. Конечно, понимаете, мы снимали в самый пик сезона, в августе, в небольшом городе Гудаута, где в целом разместить 42 человека из России было, конечно, непросто, учитывая, что мы не знали заблаговременно, условно, за полгода наши даты съемки, потому что актеры очень у нас занятые. Вот, поэтому мы, конечно, в июле начали плотно заниматься бронированием. Ну, это было непросто, это была целая, так сказать, определенная шахматная партия, которую продюсеры по вечерам раскладывали и думали, так, кого, куда, в какую гостиницу или гостевой дом переселить, как организовать все-таки транспортную доставку, потому что снимали мы высоко в горах. Поэтому бедные наши артисты, им приходилось... определенная сложность, да, конечно, утром, конечно, туда приезжать, вечером уезжать, смены. В Абхазии еще уникальность в том, что очень короткий световой день. Темнеет буквально вот вроде кажется, только зашло солнце, и через 15 минут кромешная тьма, ничего не видно. А в горах, вы понимаете, там эта тьма ощущается по-особенному. Там, то есть, действительно, вот, знаете, выключили свет, все, ничего не видно. Как дойти от дома до каравана, иногда это тоже представляло определенную сложность. Нам очень серьезно помогла абхазская команда здесь, во главе с Айнаром Гурмели, который, в общем, привлекли всю нашу административную команду. И, ну, какой-то момент, конечно, притирки у нас был, как и у всех производственных команд, но ребята работали прекрасно, очень слаженно, во всем нам помогали. В Абхазии действительно люди любят кино. Вы знаете, практически не было ситуации, чтобы мы куда-то заходили и нам в чем-то отказывали. То есть и все дома, которые смотрели ребята, их везде хотели накормить и напоить. Это мы уже поняли, что это определенное абхазское гостеприимство. Если нам нужна была какая-нибудь тумбочка, нам ее с радостью давали и доверяли. Вот, и мы возвращали, естественно, это было очень приятно, потому что очень многие артефакты мебели или какого-то там быта невозможно найти в Москве, невозможно привезти. И здесь тоже нет, скажем так, какой-то большой барахолки, где бы это все продавалось. Поэтому люди нам тоже очень помогали. Да? Да, открывали свои двери и, в общем, отдавали все, что нужно. И, в общем, во всем была какая-то поддержка и помощь непосредственно внутри Абхазии.
Относительно актерского состава, вот я была очень приятно удивлена, что Инга Болдина, которая, собственно говоря, сыграла главную героиню, маму, Нуцу, она известная актриса театра и кино России, она очень вжилась в роль, для меня это было удивительно, я фактически под конец уже поверила, что она абхазская женщина. Значит, актрисой решила стать. Целоваться на сцене захотела. Я тебя покорчу, как мать родную. Позорься. Медицински она поступает. Как я только тебе поверила. Ой, и что я соседям теперь скажу? Кто, куда теперь здесь учиться возьмет? Кажется, она забыла, что у меня все еще есть подписанное соглашение на выезд. И замуж никогда не выйдешь. А вот и выйду, может, у меня вообще уже жених даже есть. Что? Амра! Тебе нельзя выходить раньше старших сестер. Несешь их счастье. Своего никогда не увидишь. И вот вопрос к Алисе, как шел подбор актеров, потому что такой микс, да, там и наши актеры принимали участие, вот непосредственно Нури Джинджоли тоже один из основных таких главных героев. Вы можете рассказать, какой кастинг, где проводился здесь, либо в Москве, и вообще какая идея? У нас, конечно, был замечательный кастинг-директор Марина Кондор, и вместе с Кириллом, вместе с Аней они занимались этим процессом отбора. Он был очень долгий, не знаю, сколько месяцев, Аня, 3 подскажешь? месяца. 3 месяца, да, заняло Это это? для кино долго, да, получилось? Для Ну, художественного? можно было побыстрее, А, да? скажем так. Да, потому что у них были особые специфические задачи, на самом деле, что нужно было найти такие, в том числе и лица, и фактуры, чтобы не было... Постановочная история, да? Нет, Более скорее естественно, не совсем было понятно, из какого конкретно региона актриса. То есть, как говорит Марина, она говорит, что-то около кавказская Да, да, внешность. да. То есть Да, у нас аудитория, мы сразу знали, что аудитория у нас довольно широкая будет, что в основном она российская аудитория. Вот, и мы хотели, чтобы как-то к героям присоединялись, чтобы не совсем могли понять, какой регион, чтобы это была история универсальная, вневременная, где-то в волшебном уголке, где-то на Кавказе. Вот так хотелось. Вот, поэтому, да, это была непростая задача, плюс, насколько я знаю, их пробовали в ансамблях, да, то есть именно проверяли химию между персонажами, чтобы они вместе были вот органичны, то есть мама, дочки, там, чтобы реально казалось, что они семья, вот, чтобы были какие-то психологически достоверные отношения, так скажем. Ну вот она просто, мне кажется, влилась в роль настолько, что вот эту всю нашу абхазскую органику женскую она передала на все 100%. И Я ей в думаю, этом очень помогла ваша актриса Розита Таня, которая тоже снимается в нашем фильме, которую мы очень любим. Для Инги это был вызов. Вот, ей нужно было как-то почувствовать легкий акцент, найти в себе, которого у нее нет, какую-то мимику, пластику. Вот. И Инга у нас очень просила как бы на съемке подставить ей рядом надежное плечо в виде актрисы из Абхазии. Вот, и мы выбрали Розиту. Когда мы приезжали сюда вот тоже на подбор локаций, я также знакомился с актерами, которых мы добирали в наше кино. И Розита была одной из них. И вот когда Инга еще была в Москве, мы записывали Розиту на видео, она читала текст, чтобы Инга заранее готовилась, смотрела, как она говорит, какая у нее экспрессия. ну, и так безусловно, далее. и пластика важна, и мимика, все жесты, все Да, это да, да. эмоционально очень хорошо работает. Мы на Розите за экран. это очень благодарны. А вот вопрос к Нуре. Скажите, пожалуйста, как вам работалось в проекте? Были ли какие-то сложности, либо было все очень так легко, органично? А можно я сначала расскажу, как Нури попал Можно, конечно. к нам в проект?
У нас шел кастинг в молодежном театре. Вот, как раз я хотел сказать. И на этом кастинге Нури вообще не должно было быть, потому что он не актер молодежного театра, он просто мимо проходил. Буквально мимо проходил и зашел. И я говорю Альдоне, он, да? актрисе, говорю, это кто? Она говорит, это вот тоже наш актер. Я говорю, вашего театра? Нет, нет, он просто зашел кофе попить, там это самое. Я говорю, он мне нужен. Стечение обстоятельств, ну, видите, как... Просто, да, это было... А как вам работалось Это с было Нурой в чудо команде рассказывать. вообще? Я вас Вот, перебил. ради бога. Ну, добрый день всем. Желаю всего хорошего. И поздравляю с премьерой всем. Спасибо. Но с такими людьми работать, это Удовольствие. удовольствие, это само собой. С самого начала, как вот Кирилл как рассказывал, вот, как мы встретились там в кастинге. Потом Альдона мне звонит и говорит, ты куда? Я говорю, мне надо ехать. Слушай, тебя здесь ждут. Я говорю, кто? Вот тебя хотят здесь. Я сейчас приду, я говорю. Пришел, так и познакомились, так и с Кириллом, с ним. Вот, так и Попробовали, начали. поговорили, Попробовали, да, поговорили, то, что они хотели. Я насколько выполнил, не знаю, но Очень им это органично, понравилось. вообще очень. Мне очень приятно, и мне очень хорошо, и мне очень было весело. И комфортно работалось и с режиссером, и со сценаристом, и со всеми. Особенно Инга Болдина, это само собой. И там еще играл У у вас нас... сложился тандем с Ингалом Играл у Болдиным. нас Инга министр влюблена в Нуру культуры вообще. Северной Осетии Сослан Фидаров. Вот, и с ним, и со всеми, и с нашими ребятами, с молодежного театра, с драмтеатра ребята, вот со всеми с ними мне легче было очень работать. Если я правильно поняла, актеры из Российской Федерации и непосредственно из Республики Северная Осетия Алания также, наши актеры из нашей республики. Такой вот получился у вас творческий микс. И вот если вот забегая немножко вперед на перспективу, скажем так, может быть, сейчас уже вот спустя какое-то время выдохнули, и вы как бы понимаете, что как бы все, проект удался. Есть ли какие-то планы на будущее, быть может, снять фильм в Абхазии и только с абхазскими актерами? Вот, может быть, можем об этом поговорить немножко? Если такой текст попадет мне в руки, в который Но я, вы готовы, я да? влюблюсь. Да, естественно. Вам Я интересно? влюблен в них во всех, я их уже всех их знаю, и тут у вас очень много талантливых и замечательных вообще совершенно артистов. Конечно, да, если будет такой текст. Если Алиса еще напишет сценарий, да? Да, конечно, мы ждем Если реакцию Анна включится публики. в качестве продюсера. Ждем, конечно, реакцию публики. Для нас все равно это был большой эксперимент, и для меня это сейчас важен очень фидбэк вот, от российских зрителей, абхазских зрителей, чтобы почувствовать в себе силы снова, потому что во мне все эти чудесные персонажи, они живут, они уже стали моими такими субличностями. Вот. Поэтому я могу бесконечно долго о них и рассказывать, и писать. И Аня вот была тем человеком, который пытался сокращать сценарий, потому что нужно было его без конца оптимизировать, да, так все, да, как его, или они мне ставят задачу, что нужно сократить, а я увлекаюсь, и еще плюс 5 страниц, и вот они, да, мучились со мной немножко в я этом вот смысле. могу от себя сказать, что он как бы на одном дыхании. Вот я посмотрела, хотя вот я смотрела его поздно ночью, после трудового такого тяжелого дня, и, честно говоря, я вот прям на одном дыхании, прям меня это впечатлило, потому что он одновременно легкий, и в то же время там чувствуется вот эта глубина. Вот все, что хотели, наверное, как мне кажется, авторы показать, они все показали игрой актеров, антуражем, и вот эта эмоция, она прослеживается от начала до конца, и я думаю, что проект состоялся, и я вас с этим искренне поздравляю. Уверена абсолютно, что и наши зрители, и наша страна будут приятно удивлены, и я думаю, что впоследствии, если будет такая возможность, мы с удовольствием также его будем транслировать у нас на канале.
потому что невозможно, вы сами понимаете, за одну-две презентации как бы Да, насытить голод, скажем так, наших зрителей. Ну, тут, Вот. наверное, еще важно добавить, что на завтрашней премьере все наши билеты уже распределены. Да. Вот, и, к сожалению, Мы тоже с удовольствием придем. все зрители, кто хочет в Сухуми и не только, не смогут попасть, но мы готовим для вас 2 спецпоказа для всех желающих 21 и 23 сентября в 19:00. Там же в здании филармонии, да, все желающие смогут прийти и посмотреть наше кино. У нас проходили спецпоказы во многих городах. Это был и Владикавказ, и Санкт-Петербург, Москва, само собой, Пятигорск, Армавир. Уже большая география такая, да? Да, Новосибирск, Краснодар, да. да. И где бы мы ни были, я сейчас это говорю без лести, в каждом городе находился как минимум один зритель, который брал микрофон и говорил: я никогда не был в Абхазии, но теперь я точно хочу туда поехать. Это правильно срезонировало в нашу Вот, пользу. поэтому, да, мне кажется, что наше кино действительно вдохновляет для того, чтобы люди сюда приехали. Мы этому безумно рады. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Ну и в завершение хотелось бы, конечно, сказать вот Алисе, всем вам, участникам, что вот то, что вы делаете, это поистине такое благое дело, большой труд. И я думаю, что с учетом наших взаимосвязей, культурных взаимосвязей между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, это вот своего рода такая лепта, важная лепта для дальнейшего развития в этом, да, направлении. И вот все, что касается киноиндустрии, для нас это, конечно же, немножко такая, скажем так, неопознанная история. Мы как бы пока еще вливаемся в большой мир кино, и я думаю, что это будет опыт и для наших актеров, и хороший пример для наших будущих там сценаристов, режиссеров, продюсеров. Я думаю, это интересно и как такой обучающий такой момент носит, да, этот проект. И я думаю, что впоследствии, скорее всего, будут возникать новые идеи, будут осуществляться новые проекты в этом направлении. Вам хотелось бы пожелать удачи в дальнейшей вашей деятельности, и завтра ждем приятных впечатлений после показа. Спасибо большое за то, что вы пришли, приняли участие в нашем интервью, в нашей беседе, и всех благ. Спасибо. Спасибо за интерес. До свидания. Куда поступать будем? Медицинский, Санкт-Петербург. Габля Амра Вахтанговна. Актерское искусство. Значит, актрисой решила стать. Вот твое соглашение на выезд. Займусь тобой, когда выдам замуж твоих сестер. Замуж, значит, им всем надо. Мы это ускорим. Я могу помочь с Нателлой. По рукам? На тебя сваток придут. Дипломат из самой Франции. Мамочка, ты только не переживай. Амра, у тебя настоящая актриса. Не говори глупости. Вся в тебя, дорогая. Это твой шанс. Он тебя ждет, и ты должен обижаться. Будь счастлива. Ты правда на меня похожа? Такая же упертая. Там, где я еще не